Рахмат. Кейинки сөз депутат Масалиев Исхак Абсаматовичтен. Рахмат. Менде қаржы министрге сұрау бар да. Сілер берген отчетты қарасақ, тышқы қарыз 335 миллион долларға қысқарып тұр. Қандай ушул ийгиликке жеттиңер, айтып бергилечи мага? Рахмат, 2018 жылын жыйынтыгы айтып атасыздар да, суроо. Ар бир кредиттин ар бир по соглашению есть свой график выплат. Соответственно, мы выплачиваем в соответствии с этими графиками. Эта сумма, она может немного туда-сюда колебаться, и, соответственно, по выплатам получилось это снижение. Уважаемый премьер-министр, вы мне поясните, как вам удалось 355 миллионов долларов за год снизить внешний долг? Основное уменьшение произошло за счет списания российского долга. Это разве 18-й год? В 2018 году. Это 17-й год был. Я ездил вместе с президентом в Россию, тогда было списание. Так, хорошо. Второй вопрос. Каким образом внутренний долг увеличился на 189 миллионов долларов? Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Каким образом внутренний долг увеличился на 189 миллионов долларов? Внутренний. В основном за счет выпуска ценных бумаг, да. Сколько миллиардов сомов не добрала налоговая таможня по прогнозам прошлого года? Значит, по прогнозу прошлого года по сравнению с 2017 годом у них идет рост, но значит, по сравнению с планом они не добрали примерно 4 миллиарда. Вместе 4 миллиарда, да? Наверное, не так, потому что они по 95% сделали, а у них план 74 миллиарда. Исхак Абсаматович, позвольте ответить. Здравствуйте. Таможенная служба, Алмаз Анулбеков. В соответствии с первоначально утвержденным прогнозом поступления таможенных платежей на 2018 год, в соответствии с законом Кыргызской Республики, был утвержден план в размере 39,8 миллиардов сомов. Первоначально утвержденный план потом был скорректирован в конце ноября 2018 года в сторону увеличения на 3,5 миллиарда сомов. Это уже в конце года. И составил 43,5. Таможенная служба исполнила по факту, обеспечила поступление таможенных платежей в размере 41,7 миллиарда сом, что по сравнению с первоначально утвержденным планом 39,8 миллиардов превысило на 1,7 миллиарда. И по сравнению с 2017 годом, по фактическому исполнению которого составило 34,2 миллиардов, превысило на 7,5 миллиардов сом. Да, есть отставание по сравнению с корректированным планом на 1,7, но это уже в конце года было составлено. Были риски, были выпадения в связи с санкциями в отношении Российской Федерации, где недопоступление по единым таможенным пошлинам составило 1,5 миллиарда. Господин Анулбеков, да? когда ваше начальство здесь сидит, я в будущем не рекомендую вам выступать, потому что вы в неудобное положение попадете. Я спросил, сколько миллиардов сомов не добрала налоговая таможенная служба в прошлом году в отношении прогноза? Мы же из него бюджет строили. Поэтому это общая цифра нужна. Как минимум 7 миллиардов, а вы говорите какие-то 4 миллиарда. Исхак Абсаматович, вот цифра 4 миллиарда 196 миллионов сомов. Еще я хотела дополнительно сказать по внешнему долгу. Списание произошло именно за счет российского долга. За счет российского долга. Если в целом налоговая таможня собирает 74 миллиарда, то по 5% каждый, это 10% будет. Это как минимум 7 миллиардов. О чем вы говорите, а? Две службы вместе 7 миллиардов от прогноза не дополнили. Что непонятного здесь?